Доброе утро, наши телезрители. В эфире программа «Утренняя Енигюн». И сегодня у нас очень теплая и вдохновляющая встреча. В студии юное дарование 7-летняя Марина Фильчева и ее преподаватель по вокалу Оксана Панаитова. Марина сегодня презентует свою первую песню. Песня вышла на гагаузском языке, называется «Гагаузские щазы». И вышла песня вместе с клипом. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Хорошее. Замечательно. Оксана, если вы позволите, начнем Конечно. с Марины. Да, юное дарование впервые у нас в эфире. Марина, расскажите немножко о себе. Представьте себя. Мне 7 лет. Я живу в городе Чеддерова. Чадрунги. Я хожу на пение. Я хожу в школу. Лицей? Лицей Михаил Чекиев. Замечательно. Вы сегодня исполните нам песню на гагаузском языке. Как называется? Гагаузские щазы. Халиспер гагаузский язычный требзим студиям сдада. Песни на гагаузском языке, правильно? Да. А вы гагаузский знаете? Да, я песню знаю на гагаузском. А еще что знаете на гагаузском языке? Сабаха и Ролсон? Собака и Росон. Замечательно. Достаточно. Ну и рядышком кто с вами? Это мой преподаватель по пению. Зовут Оксана Владимировна. Оксана Владимировна. Ну что, это первая встреча такая теплая. Вас сегодня представляем как преподавателя по вокалу Центра детского дома творчества муниципия Камрад. Ранее вас наш зритель знал как маму, как продюсера Никиты Панаитова, известного уже исполнителя. Ну, это тот творческий путь, он, насколько я знаю, он продолжается. Да. Так, Все продолжается. но- Я практически не останавливалась, если честно. Я сегодня с огромной радостью хочу представить свою ученицу, воспитанницу детского дома творчества, с которой я знакома полгода всего лишь, но которая проявляет себя в трудолюбии, в уверенности, в умении анализировать свои ошибки. Она умеет слышать, она умеет слушаться, делает выводы и всегда все доводит до конца. Она очень активный, жизнерадостный ребенок, поэтому своей открытостью она очень меня заинтересовала, потому что прежде всего мне очень важно в артисте не только конкретные данные, но харизма, поведение на сцене, открытость ребенка. Это очень важно. Это все нашлось в Марине очень быстро, и она умничка. Марина, столько комплиментов от преподавателя. Все было правильно сказано? Да. Когда вы начали петь впервые? Я начала петь впервые. Я еще никого тогда не знала. Это где было? Это было Это было в В школе. школе? в школе. Можно я помогу немножечко? Да, конечно, волнуется. Тут очень интересная история. Я хотела бы сказать огромное спасибо тому человеку, который впервые заметил Марину. Это Баиштян Валентина Ивановна. Это первая учительница Марины, которая работает в школе в лицее Михаила Чекира, которая обнаружила у ней этот талант. Огромное вам спасибо. Я очень рада, что вы подарили мне такого замечательного ребенка вместе с родителями, конечно. В родительский чат поступило сообщение, что в школе проводится детский конкурс талантов. И учительница написала, не хочет ли мама Марины, чтобы ее дочка приняла участие в этом конкурсе. Мама говорит, я не знаю, какие у нее таланты, с чем бы мы могли себя показать, в чем бы она могла себя проявить. Учительница сказала, Марина замечательно поет. На этом конкурсе Марина исполнила песню «Районы, кварталы», где заняла первое свое место. Она была очень активной
И никто не ожидал вообще, что этот ребенок может произвести такое приятное впечатление. Весь зал аплодировал, и для мамы это было тоже очень большим открытием своего ребенка. Да, Маришка? Прошу Расскажи, прощения, как это а было. мы сейчас можем послушать отрывочек этой песни? Отрывочек? То есть припев? Да. Можно? А ну, давай, только громко. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые, красивые. Я ухожу красиво. А пока добро пожаловать красиво в нашу студию. Спасибо, Марина. На чем остановились, Оксана? А мы как Это раз, первое выступление это было ее самое первое выступление. Когда я его увидела, вообще мне Марину порекомендовала моя лучшая подруга, которая работает с Марининой мамой, и говорит, есть Оксана Владимировна, вот она сейчас свободна от Никиты, можно. И я когда увидела в первый раз ее выступление, она мне показалась очень маленькой, потому что Маришка маленькая по структуре. Мне показалось, что этому ребенку года 4, а она была на сцене с гитарой, с распущенным и начесанным волосом. И это было так прямо интересно, эфирично выглядело, да. И я была удивлена тем, что она очень хорошо слышит. Она действительно очень хорошо слышит музыку. Мариночка, первый раз вышли на сцену своего лицея, да? Как, Да. как зритель, как публика вас приняла? Волновались? Ну да, чуть-чуть. Сегодня волнуетесь? Чуть-чуть. Потому что презентуем первую песню, да? Это получается ваша первая авторская песня. Маришка, а на концертах ты вообще волнуешься? Вот. Так сильно. Не так сильно, потому что вот я не замечаю ее волнения, наоборот, у нее есть желание быстрее выйти, быстрее исполнить свою песню. Она прямо с нетерпением ждет, когда она выйдет. Ей очень нравится, когда... Вот у ней было несколько выступлений у нас в Доме творчества. Ей очень нравится, когда танцуют, когда ее это бодрит. Она становится более эмоциональной. Она никогда не стоит, когда выступает. Она всегда танцует, причем ей никогда это никто не показывает, ни мама, ни папа. Она просто так чувствует, и с нее это прямо льется. Это очень приятно. Сегодняшняя песня, которую будем презентовать, «Гагаузская щазы», о чем она? А девочки, которые веселые, она рассказывает о своей семье, маме, папе, зовет своих друзей, чтобы кушать орешки, О своей родной. о своей родной семье, о своей родной родине. Кто написал эту песню? Слова на песню. Поможет преподаватель. Песню написала Галина Данаджи, которая, думаю, не раз уже была в вашей студии. Да. Она приходится Марине тетей, поэтому нам было несложно уговорить ее написать нам слова. Галина, как всегда, очень быстро реагирует на какие-то наши замечания, просьбы. Мы корректировали песню. В конечном итоге получилась живая мелодия. Мелодию написал Федор Гайдаржи. Федя, огромное спасибо тебе. Ты, как всегда, в нашей команде. Думаю, это еще будет очень долго длиться. И Галина нам очень тоже в этом помогла, потому что она тоже знает Маришу, знает ее темперамент, знает, что она заводная, веселая. И мы старались и музыку подобрать под Марину такая, чтобы ее заводила. Марина, нравится песня, Марин? Да, очень. Марина, вот видите, целая команда работала над композицией, которую вы исполняете. Вы сегодня у нас самая юная гостья и юная исполнительница, которая песню исполнит на гагаузском языке. Так? Да. Ну что, представляем клип и песню «Гагаузская щазы». Давайте посмотрим. Bu güzelden güzel, onun büyükten
Ну, мои поздравления, новая песня вместе с клипом. Где проходила съемка? Маришка, где проходила съемка? Расскажи, где мы снимали. В монастыре. Так. Еще где цветочки там, сирени были там, Ага. кустики. Так. Сад цветочный. Да, А сад. еще в поле. А ягненочка где нашли? Там были балашки и ослик. И я каталась на нем. Там было очень круто. Замечательно. Что Там больше? еще две собаки были. Мне сначала показалось, что они страшные, но они воспитанные, не страшные такие. Дружелюбные оказались, Да. да, наверное? Они Просто ты за балашками- расположила их к Они себе. за балашками сидели. Клип мы снимали Оксана. после концерта. Наш центр детского дома творчества принимал участие в концерте. Маришка выступала в санатории в Чудоронском. И после концерта мы как раз, когда были свободны, Марина была в приподнятом настроении духа. Мы снимали клип где-то около 6 часов. Я хотела бы отметить, что она очень выносливая, потому что я работала тоже с детьми, и у нее есть стимул, она танцует, она поет на протяжении 6 часов, она не останавливалась. То есть для меня это было большим удивлением, что она не капризничает. Был ветер очень сильный, уже было прохладно. Я лично была в куртке и в свитере, Марина была вот так вот одета. Она ни разу не сказала, что она замерзла. Никаких жалоб. То есть выполняла все четко, понятно все, что вот слышала, говорила умничка. Она была впечатлена ягненком, осленком. Да? Понравилось, Маришечка? Да, очень сильно. Понравилось. Для меня еще очень важно не само создание песни, сколько внутренний ее рост, насколько мы пойдем далеко. Вот я вижу, что этот ребенок с большой перспективой, мне очень приятно с ней работать. И я бы еще, как бы, работая в Центре детского дома творчества, хотела бы сделать родителям, дать такой небольшой совет. На сегодняшний день у меня по списку где-то человек 45, 20 из них ходят стабильно, прямо вот регулярно, другие как-то ходят, не ходят, то есть, ну, тоже посещают. Хочу сказать родителям, что мы работаем с вами в тандеме. Вам прежде всего, что от преподавателя нужно узнать специфику того, чем мы занимаемся, как ребенок работает, рассказать мне об его индивидуальных особенностях. Мне намного легче работать с детьми, которых я узнаю ближе через вас. Поэтому у каждого ребенка самое главное, не ждите звездных ожиданий быстро и сразу. Есть детки, которые быстро осваиваются в вокале и в своих способностях. Есть, которым нужно какое-то время, но это совсем не значит, если сегодня ваш ребенок не выступает на концерте, что он не талантлив. У меня все детки талантливые, все мы можем их чему-то научить. Просто нужно иметь немножко терпения, дать им время. Они все у вас замечательные, поэтому приводите с радостью, я буду заниматься с ними. Оксана, почему важно было, чтобы первая песня Марины звучала на гагаузском языке? Кто этого захотел? То Для есть меня это текст было был важно. написан на гагаузском языке и специально для юной исполнительницы. Специально Галина Данаджи специально писала эту песню для Марины, прямо индивидуально зная ее. И песню на гагаузском языке, конечно же, хотела я. Я понимаю, что это Маринина родина. Она, если она хочет действительно проявить себя, это очень важно начинать именно с гагаузских песен. Это расширит ее кругозор. Это даст ей, можно сказать так, зеленый свет. Мне бы хотелось, чтобы у ней была далеко не одна гагаузская песня. По опыту работы с Никитой я поняла, что это очень важно. И это очень ценно. И на сегодняшний день мне кажется, что это ее корни. И это правильно, когда ребенок поет на родном языке. Марин, что больше нравится? Песни петь, либо быть все-таки артисткой и сниматься в клипе? Ну, и то нравится петь, на сцене выступать, артисткой быть.
А какие песни вам еще нравятся? Русские. Так, например. Ну, Алена Котова, которую я говорила. Так. Еще нравится по маму петь. На гагаузском языке было сложно выучить текст? Не сложно. Это 3 столбика только. И 1 припев. Один припев сможете напеть сейчас, вживую? Из Да, гагаузской щаза. Пожалуйста. Гагаузский щазы, тільки дівчата. Гагаузский щазы, один дата. Гагаузский щазы, баком 5 дизай. Буси дан, а да на сизай. Оп, сейчас, оп, чищанку сейчас. И это в 3 столбиках такой же припев. Ну да. К чему мы сейчас готовимся с тобой, Маришечка? Над чем Какую работаете? песню, над чем работаем? Что мы будем петь в скором времени? Ну, на 9 мая Марина поют 3 танкиста, причем очень эмоционально, да, Маришечка? Да. Да. Где будете принимать участие? В Чидоронге на вечернем концерте нас пригласили. Спасибо большое Жене Ивановне. То есть вы выходите уже на уровень городской? Да, да, Марина очень смелая девочка, я очень спокойна за нее, поэтому, положа руку на сердце, в добрый путь, Марин, я в тебя верю. Над образом работаете? Работаем, Также. конечно, все готово, ждет концерта, да. Пошит костюм, хотелось даже отметить сегодняшний костюм. Ну, наверное, каждый ученик подражает своему учителю, а каждый учитель хочет быть примером для своего ученика. И по опыту работы я родителям всегда говорю, маме Марины сказала, это ваша первая песня, у вас должен быть продуманный образ, прическа, блузка, все должно быть. Мама у нас очень активная, мы всегда с ней на связи. Я хотела бы поблагодарить, конечно же, Марининых родителей, потому что они очень активны в этом, они очень помогают. Ведь родитель – это партнер преподавателя. Очень важно, что родители понимают, когда нужно вмешиваться в работу, что лежит конкретно на преподавателя, во что не нужно вмешиваться. Но с Мариной очень хорошо работают дома. Папе Григорию и маме Наталье огромное спасибо за такого чудо-ребенка. Вы умнички, я думаю, что мы будем сотрудничать с вами долго. Ждать новую песню? Обязательно, обязательно. Уже есть какие-то идеи? Идеи есть, да. У нас есть еще одна песня на гагаузском языке. Она про бабушку и дедушку. Я думаю, что к Дню пожилого человека мы ее осилим. Тоже на гагаузском языке будет? Тоже на гагаузском языке. Может, мы еще за лето придумаем много песен, да, Марин? Да. Марин, а какую песню еще бы хотели исполнить? Может, у вас есть любимый артист, кумир кто-то? Может, нравится что-то исполнение? Есть такие? Русскую песню хочу тоже. Какую? Ну, хочу. По-моему, мы ее еще не пели. Ну да. На мамин день мы ее не пели. Ага. Мы сейчас имеем возможность маленький куплет напеть. Есть такая песня про маму? Да. Давай, пожалуйста. Я уже ее почти забыла. Ну, будет время вспомнить. Да? Замечательно. А что больше любите? Сцену либо студию? Студию по вокалу, когда работаете? Ну, сцену больше люблю. А где труднее? На сцене выступать перед публикой, либо все-таки работать над вокалом? Мне на сцене больше нравится. То есть туда уже выходишь подготовленная, Да. там тебя встречают, ты красиво одетая, и ты уверенно чувствуешь себя на сцене, так? Да. А кто поддерживает? Мама и папа, Оксана Владимировна и все мои близкие. Замечательно. А что говорят? Говорят, когда я спела хорошо, они говорят, молодец. Еще наши школьники говорят,
наша учительница в школе говорит, молодец, мама ей показывает видео. И бабуля тоже меня поддерживает. Ну, конечно, как без бабули. И бабушка, и дедушка. И бабушка, и дедушка. А кто первым песню слышал «Гагаузка щазы»? Кому первый исполнила? Исполнила маме, потом папе. В семье, да? Да, Нравится получать комплименты, когда тебя хвалят? да. Ну вот что тебе это дает? Я становлюсь радостной. Ага. И появляется желание еще красивее исполнить песню, да? Да, и петь. Хотелось бы еще раз поблагодарить Ольгу Щербан за такой красивый костюм, за то, что вы нашли время для того, чтобы вышить такую красивую блузку для Марины, фартук, и придать ее образу такую нежность, красоту. И Марина настоящая гагаузка в этом костюме. Поэтому огромное вам спасибо, что поддерживаете молодую, талантливую мою ученицу. Спасибо огромное, Ольга. Хализден Марина Бергагузка сейчас бардаовер. Я говорю, Мариночка, у нас на самом деле гагаузочка, юная гагаузочка сейчас у нас в студии. Что подчеркивает ваш образ? Что входит в ваш костюм, наряд? Ну, вот эта юбка, вот этот фартук, вот эта гагаузская фарточка. Рубашечка с вышивками. Да, вот цветочки здесь нарисованы, вот это. Это все гагаузское. И розочка на волосах. Да, вот это тоже все гагаузское. Украшение. Образ настоящей гагаузочки. Вам нравится костюм надевать? Да, и еще вот эти веревочки здесь, цветочки и листочки. И кружева, все заметили, вышитые, изумительный костюм, наряд, он очень вам идет. А когда одеваете такой наряд, что чувствуете? Что я настоящая гагаузка и пою эту песню. И артистка, да? Да. Образ цельный, он собран. Будут какие-то новые костюмы, Марина, или еще не знаете? Будут на песню на 9 мая будет песня. Уже работаете над образом, да? Да. Да, образ Она готов. уже готова. Это как будто военная такая, военная кофточка. Пилотка есть. Замечательно. Оксана, ну, хочу поздравить с таким дарованием вас. И вам чуть легче, и есть с кем работать. Коль послушная, коль терпеливая, значит, у вас все обязательно получится. Да, Марин? Но вы понимаете, Да. что вам надо много-много трудиться и, конечно же, слушать своего учителя. Правильно? Да. Правильно. В центре детского творчества очень много тоже талантливых деток. Я думаю, что мы будем приходить сюда чаще и чаще, потому что я работаю пока с малышами. Это в основном второклассники, третьеклассники. И есть детки прям талантливые, которым бы хотелось помочь проявить себя. Потому что это очень важно, насколько мы принимаем участие в их жизни. От нас, взрослых, зависит, как мы направляем детей, чем они будут заниматься, будут ли они дома сидеть в компьютере, или они займутся более чем-то полезным, что даст им какой-то толчок в жизни к их будущему. Поэтому, родители, ждем вас в Центре Дома творчества. Будем всегда рады. Клип вышел титрированный. Это очень хороший контент для тех, кто, может, только начинает изучать песни, тем более песня детская, дети уже знают и буквы, они лучше запомнят. Песня уже доступна в соцсетях? Песня будет доступна в соцсетях завтра к обеду, потому что мы ее все-таки приурочили немножко к Хидерлезу, к гагаузскому празднику. Для нас это тоже важно. Пусть песня не про Хидерлез, но она на гагаузском языке, а мы гагаузы. И поэтому, я думаю, завтра эта песня будет там доступна. Я думаю, что минусовка тоже будет доступна, потому что нам очень важно, чтобы наши песни пели. Мы их выпускаем именно для того, чтобы дети могли это исполнить, а не для того, чтобы они где-то лежали на полочке, и это очень важно. Мы не жадные, поэтому я думаю, песня такая, которую могут исполнять начальная школа, детский сад,
и она заводная. Если честно, я когда ее услышала уже с музыкой, такую демо-версию, я ходила и целый день пела опкой сейчас, и то есть она такая липучечка немножечко. Задорная. Да. Это как моя песня «Чики-ты, чики-ты». Всегда не могла я забыть «Чики-ты, чики-ты», всегда пела «Чики-ты, чики-ты-ты». У Марины есть одна очень быстрая песня «Чики-тыры-тыры», и она очень быстрая, она прямо как скороговорка. И когда я ее предложила Марине, родители были в шоке, они думали, что она не успеет, не сможет проговорить это все, но она с ней тоже прекрасно справляется, вот о ней она сейчас и говорит. Очень полезные такие песенки для дикции, да? Да, очень полезно. Вам спасибо, что пришли к нам в студии сегодня. Я бы хотела напомнить, что песня «Гагаус Кащазы» сегодня же будет доступна вместе с клипом. Обязательно посмотрите, поддержите нашу юную исполнительницу. А вместе с нами этим добрым утром были Марина Фильчева, воспитанница Центра детского дома творчества муниципия Чадерлунга, и преподаватель по вокалу Центра детского дома творчества муниципия Чадерлунга Оксана Панаитова. Гостей провожаем, а вы оставайтесь с нами на канале ГРТ. Всем Спасибо. доброго дня, до свидания. До свидания.